Вот уже 16 лет из своих 20 школа в Анновке Белогорского района Крыма функционирует как школа с крымско-татарским языком обучения. В былые годы в ней занималось около 70 человек. Потом численность стала падать. Из-за отсутствия работы люди семьями покидали село. Молодежь перебиралась ближе к центру, и школа опустела. В этом учебном году сюда за знаниями пришли всего 10 человек. Министерство образования Крыма, посчитав такое количество учащихся недостаточным, выдвинуло требование школу закрыть, а детей определить в учебное заведение в селе Новожиловка, что в 15 километрах от Анновки. Над школой нависла реальная угроза закрытия. Родители забили тревогу. На помощь пришла Ассоциация крымско-татарских работников образования и местные власти. По словам председателя ассоциации Сафуре Каджаметовой, чтобы спасти школу от закрытия, пришлось перелопатить все законодательство, и выход был найден. Сейчас, в данное время, закон образования Российской Федерации позволяет сохранить школу, дав ей статус малокомплектная школа, что мы и сделали. Здесь я хочу подчеркнуть роль сельсовета, который вместе с нами понимает проблему и пытается сохранить этот очаг, единственный очаг культуры и образования в этом селе, потому что закроется эта школа, не будет села. Данный статус позволил сохранить школу, но с условием привести здание в порядок, оснастить учебное заведение всем необходимым – учебными пособиями, учебниками, создать материально-техническую базу. Но помимо материально-технических вопросов возникла проблема куда сложнее. В районном отделе образования родителям настоятельно советовали перевести детей в школу, что в соседнем селе. Многие родители так и сделали. Перевели детей в Новожиловскую школу, где обучение ведется на русском языке. Директор Анновской школы Зейнеп Гафарова рассказывает, что практически ежедневно ей приходится встречаться с родителями, беседовать, объяснять важность получения детьми начального образования на родном языке. У нас большинство зависит от родителей тоже. Вот это вот треугольник. Родитель, учитель и ребенок. Вот если родители нам будут помогать, будут детей своих сюда вот отдавать, чтобы они могли обучаться в этой школе. И большинство, вот, у нас просто есть, которые вот сперва туда отдают, или же здесь поучатся немножко, потом отдают, то тогда, я думаю, школа будет процветать. Напомним, крымско-татарский язык на территории Крыма имеет статус государственного. Это означает гарантированное законом об образовании Российской Федерации развитие системы образования на крымско-татарском языке и создание условий для реального равноправия в использовании государственных языков во всех сферах жизнедеятельности крымского социума. Но на деле ситуация выглядит иначе. Напомним, в мае депутаты Крымского госсовета не поддержали предложение вице-спикера Ремзи Ильясова ввести в государственные и муниципальные образовательные организации Крыма с русским языком обучения изучение государственного крымско-татарского языка как обязательного предмета. Поставив в такое положение крымских татар, они не думают, как они глубоко вот так обидели наш народ, опять лишив возможности изучать родной язык в рамках закона об образовании. Но если депутаты аннулировали предложение Ремзи Ильясова, если они не хотят, чтобы русские дети изучали крымско-татарский язык, то дайте возможность крымским татарам без обращения на имя директора, без заявления, нормально изучать крымско-татарский язык. И не ставить его во внеурочное время, факультативом, а дать на основании закона об образовании 3 часа в неделю в русскоязычных школах. Этого не делается. По словам Сафуре Каджаметовой, директора общеобразовательных школ выбирают варианты учебных планов, к примеру, Псковской или Вологодской областей, то есть не рассчитанные на регионы с несколькими государственными языками, как, например, Татарстан или Чечня. По мнению Каджаметовой, с несправедливого отношения к языкам национальных меньшинств и начинаются межнациональные конфликты. Ассоциация работников образования направила на имя президента Владимира Путина письмо, в котором говорится о нарушении в Крыму закона об образовании. Они должны созреть, должны прозреть, иначе вот того мирного сосуществования его не будет. Они сами создают конфликтную ситуацию на языковой почве. Так не должно быть. Нужно выполнять закон.
Сегодня маленькая школа в Анновке празднует победу. Школу сохранили, значит, есть надежда, что в село вернутся люди, что станет больше детей и у школы есть будущее. А дети понимают иногда даже больше, чем взрослые. Крым – это наша родина. Крымский татарский язык – это язык наших предков. Мы должны знать свой родной язык. Сафуре Каджаметова также сообщила, что в этом учебном году Министерство образования Крыма разрешило работать по прошлогодним учебникам. По ее словам, в настоящее время ведется работа по переводу учебников по 54 позициям. И уже в следующем учебном году школы Крыма будут обеспечены учебниками на родном языке.